В рамках празднования Дня Великой Победы завтра жители региона смогут посетить спектакль «Я знаю правду» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра в рамках программы «Большие гастроли». Он организован Министерством культуры России. Сегодня у нас в гостях актер, режиссер-постановщик этого театра, ведущий мастер сцены Игорь Рыбчинский. Игорь Александрович, добрый вечер. Здравствуйте, Добрый приветствую вечер. вас в нашей студии. Расскажите нам, что лежит в основе спектакля? В основе спектакля лежит книга, которая называется «Война в Донбассе. Народная летопись». Наша актриса, народная актриса Донецкой Народной Республики Алла Ульянова, она взяла эту книгу, к ней пришла эта идея создать такой спектакль «Исповедь» по историям, которые собраны в этой книге. И так родился наш спектакль, с которым теперь мы, благодаря этому проекту, мы сможем встретиться с другими регионами, рассказать ту правду, которая происходит у нас. Давно вы приехали в Ингушетию и, может, репетиции провели? Не успели. Мы буквально с колес и сразу к вам сюда в студию, поэтому еще не успели познакомиться с площадкой. Завтра у нас будет для этого утро. Мы будем готовиться к спектаклю, проведем, естественно, репетицию, как положено. Все. Проверим сцену, проверим свет, звук, как обычно это бывает. Расскажите нам немного поподробнее о спектакле, о сюжетной линии. Сюжетная линия, это, я же говорю, это спектакль «Исповедь». Это спектакль, где мы, актеры, участники этого спектакля, от лица тех людей, которые переживали события на Донбассе 14, 16, 15 годов, мы от их лица рассказываем те истории, которые происходили с ними. Там нет какого-то такого прямого сюжета. Это каждый рассказывает свою историю, что с ним происходило. Кто-то потерял родных, кто-то спасал родных, кто-то потерял сына, кто-то помогал кому-то. То есть все те события, которые с нами происходили в эти годы, мы их повествуем. Подкреплено это все видео, подкреплено это музыкальным материалом, то есть дополняет это все спектакль. А по времени сколько длится спектакль? Спектакль идет час. Час 10, по-разному бывает. Я уверен, что довольно смотрибельно будет. Да, смотрибельный спектакль. Скажу честно, он очень тяжелый эмоционально, на восприятие зрительское. И нам, актерам, тоже очень тяжело каждый раз переживать эти истории, погружаться в них. Тоже это затратно очень. Но спектакль, мы уже отработали в многих городах, и везде принимался хорошо, и люди плакали, людям нравилось. На какую аудиторию предусмотрен спектакль? Я так думаю, что возраст где-то от 12 лет и уже, так сказать, до бесконечности. Игорь Александрович, Да. в каких городах вы побывали уже? Мы уже побывали, мы были в Армавире, мы были в Краснодаре, мы были в Черкесске, Адлер, по городам Северного Кавказа. По городам Северного Кавказа, да. Сегодня у вас. Вернее, завтра будем у вас. Уже приехали, но завтра будем у вас работать. Ну что ж, удачи, успехов вам и побольше зрителей. Спасибо. Всех с наступающим Днем Победы и за мир. Вас тоже. Спасибо. Спасибо. Благодарю за интервью. Спасибо.